Видеооко «Аносплав» находится в Сыктывкарском медицинском колледже в кабинете лор болезней. И мы сегодня с вами познакомимся с одной из преподавателей Сыктывкарского медицинского колледжа Ниной Александровной Трубицыной. Нина Александровна, скажите, пожалуйста, с какого года вы работаете в Сыктывкарском медицинском колледже, а возможно, оно раньше называлось училище? Да, в медицинском колледже, который назывался раньше, я работаю с 1987 года. Но я раньше работала на севере, в Коми Республике. 8,5 лет отработала в Вижемском районе врачом. Ну, в основном врачом работала. Конечно, приходилось выполнять и другие работы в качестве другого врача, скажем, терапевта. Ну, а потом, в связи с тем, что был такой 900-й приказ по штатным расписаниям по республике, и было сокращение многих врачебных должностей, в том числе и лор. Поэтому пришлось уехать из Коми Республики. А потом жалко стало немножко северного стажа, и решила снова вернуться. Но тогда, в 1985 году, еще до приезда, я у себя на родине, в Удмуртии, поменяла местами врачебную работу с преподавательской. И на первом месте, значит, стала у меня работа преподавателя, а совмещала еще и врачебную работу. И вот в 1987 году, ну, жалею, повторяю, что свой стаж северный, я решила вернуться в Коми Республику, я ее полюбила. И уже, конечно, недалеко поехала, а вот решила задержаться в медколледже, медучилище. И меня бывший директор Антон Илларионович Лукьянов без всякого сомнения дал мне бумагу, что он меня переводом может сюда принять. И вот я с этого времени и работаю здесь. Но приехав сюда в качестве преподавателя, я еще долгое время и работала лор-врачом, совмещала в лечебных учреждениях в поселке Краснозатонский, в медсанчасти Комистрой, работала лор-врачом. Ну и, конечно, это, я думаю, что я много сделала для Республики Коми за это время, и как для здравоохранения, и так и для обучения будущих кадров. Ну, Спасибо. вы были? А вы в Затоне работали когда? В какой интервал времени? Ну, это были 90-е годы. 90-е годы? Да, да. Вот я когда сюда приехала, в Сыктывкар в 87 году, да, вот я сейчас точно уже не помню, да, конкретно, но это было первое десятилетие моей работы. А потом, конечно, я уже, когда мне перевалило за 60 лет, я уже не стала совмещать, потому что немножко тяжеловато было. Нина Александровна, Комитет ассоциации выпускников Сыктывкарского медицинского колледжа рекомендует присвоить вам звание заслуженного работника Республики Коми. Расскажите, пожалуйста, о своей трудовой деятельности и об увлечениях. Ну, что об этом можно сказать? Конечно, за 50 лет моей работы много что у меня было. Стаж общей моей работы более даже 50 лет. Из них в Коми Республике вот 36 лет и 28-й год в Сыктывкарском медколледже. Конечно, я первое время после окончания института Ижевского медицинского я сразу стала совмещать преподавательскую работу. Не только вела как врач работу лечебную, но еще и совмещала в своем родном медучилище в Альма-Матер в Удмуртии. И вот только некоторое время, когда я работала на севере, где не было возможности преподавать, а остальное время я всегда совмещала лечебную работу с преподавательской. И вот в 1985 году, когда я отработала уже 20 лет врачом, я поменяла местами преподавательскую работу с лечебной работой. Ну, это для того, чтобы своих детей воспитывать, больше находиться вместе с ними в летние каникулы, чтобы мой отпуск был совместим в одно и то же время со школьными каникулами. Дети тогда у меня были еще не очень велики, учились в школе.
И вот в 87 году, повторяю, что я сюда приехала в Сыктывкар, и у меня уже был, конечно, опыт работы и как лечебной, значит, и как педагогической. И вот нам сразу, где-то по приезду, вот это 80-е годы, 90-е годы, начало или точно опять не помню, администрация нам дала анкету дала, что говорят, это не для вас анкета, вернее, не для администрации анкета, это анкета для вас. Вот когда вы студентам закончили свой предмет, они уже от вас независимы и могут дать объективную оценку вашей работы. Это для вас, чтобы вы потом посмотрели на свою работу, где у вас какие промахи в работе, и чтобы вы дальше имели цель, как дальше вам работать. Это вы студентов анкетировали? Да, это было со студентами так вот. И вот когда эту анкету предоставляла студентам, конечно, они давали мне очень хорошие отзывы, а вот в одной даже анкете написали мне побольше вот таких преподавателей. Конечно, это меня льстило. Я, знаете, я никому вообще не говорила. Это вот было 87-88 год даже. И вот написала, это группа 223, 2-я бригада. Так оценили мою работу. Я, конечно, никому об этом не рассказывала никогда, но я понимала, что надо быть преподавателем в медицине, самому быть, иметь много знаний, уметь это все не только знать, уметь это все передать студентам. И вот так они меня оценивали. И, конечно, в дальнейшем эта вся практика, она, конечно, набиралась. Вот теперь, скажем, говорю, 28-й год уже в колледже. Это уже обучен не одно поколение студентов. Уже учатся даже дети и внуки прежних студентов. Первых студентов. Да, бывших студентов. Ну, а лечебная работа, она, конечно, видимо, была такова, что знания, которые я имела, которые я получила в свое время в медучилище, диплом с отличием фельдшера, в институте я училась на повышенную стипендию, после дипломное образование у меня тоже все пятерки в последипломных этих удостоверениях. И, конечно, вот эти знания и практика, они были совмещены. Я, конечно, много такого делала, что завоевала авторитет не только у пациентов, но завоевала авторитет и у медицинских работников, как говорится, с которыми бок о бок работала. Поэтому вот когда пришлось мне уезжать из Ижевского района ввиду сокращения должностей, вот мне пациенты подарили книжку «Свет над Печорой», где написано про меня, что там пользуюсь большим уважением среди речников. Но я не только речников обслуживала, ко мне приходили как специалисту и жители сельской местности, а потом даже еще перед тем, как уезжать из района, мне еще пришлось немножко задержаться, и я год работала в Картавельской участковой больнице, где... И вот в связи с сокращением врачебных должностей мне еще пришлось задержаться в районе по семейным же обстоятельствам, и я год проработала в Картавельской участковой больнице. Меня туда пригласил сам главный врач района, но зная меня как специалиста, что я могу там, эта участковая больница, работать. И я дала согласие, и вот на год я там задержалась. И, конечно, много там чего приходилось делать, как терапевту в основном, и, конечно, и как акушер-гинеколог, и как хирург, и, в общем, участковая больница есть участковая больница, да, и поэтому много что пришлось делать. И вот в 2013 году эта Картавельская больница, она отмечала свой 40-летний юбилей. И вот была такая статья в газете «Новый Север» за 25 декабря 2013 года. Большой юбилей маленькой больницы. Ну и вот тут и написали про меня. Не забываем Нину Александровну Трубицыну, она отличный врач, мастер своего дела, имеет квалификацию врача-терапевта, акушер-гинеколога и лор-врача. Ныне работает в Сыктывкарском медицинском колледже. Меня, конечно, это очень приятно, что меня не забывают. Я говорю, спасибо, что не забывают. Это тоже человеку приятно, что не только я, да, как говорится, вот выкладываю себя, да, все свои знания, все свои умения, невзирая ни на погоду, ни на время суток.
так оказывала помощь больным. И поэтому, конечно, получить такое признание тоже очень приятно бывает. Вот. И когда я вот уехала в Удмуртию снова, как говорится, во Свояси, откуда приехала туда-обратно и уехала, то там пришлось мне поработать заведующей здравпункта большого промышленного предприятия. Ну, свободной должности, опять-таки, только полностью не было, чтобы врачом работать, только на полставки в поликлинике. И, ну, раз ты доработала в участковой больнице, ты сможешь работать на здравпункте. Ну, и, конечно, я не отказалась. И там, знаете, я завоевала очень быстро уважение среди как рабочих, а там рабочих на заводе было более 2000 человек, и среди администрации завода. Ну, что можно сказать? Ну, ставила диагнозы так, что я за них отвечала, и без всяких исследований сразу ставлю диагноз и назначаю больным лечение. Вот, например, знаете, такой скажу, ко мне ведь, например, ко мне ведь не всегда могли прийти рабочие. Рабочие жили по всему городу, кто-то вызвал врача участкового, кто-то вызвал неотложную помощь, скорую помощь, но кто-то ко мне пришел на завод, в здравпункт. И вот однажды женщина одна пожелтела, участковый врач ее направила в инфекционное отделение больницы. Она там лежит с желтухой, лежит она там неделю, вторую, а ей все хуже и хуже. Родственники приезжают на свидание к ней и говорят: садись-ка в машину, поехали к Трубицыной на завод, что она нам скажет? Но вот этот момент, что о чем говорит. Я посмотрела и говорю, там, конечно, делать нечего, я даже боюсь пальпировать живот, потому что, может быть, чтобы под моей рукой, не дай бог, чтобы не лопнул бы желчный пузырь. Вот вам направление, своя машина, поезжайте в Ижевскую клинику. Через 2 часа потом, как мне сказали, больная была на операционном столе. Вот такой случай помню, как... Такие случаи порой какие-то не забываются. Много чего забылось, конечно, а кое-что, потому что что-то в памяти так хранится. Приходит ко мне мужчина, который молодой, который состоял на диспансерном учете до меня, у врача, и с диагнозом гастрит. Я его посмотрела, расспросила, говорю: голубчик, у тебя ведь, знаешь, мне вот ясно, что у тебя никакой не гастрит, у тебя явно язвенная болезнь желудка. Знаешь, тебе даже, я даже не собираюсь тебя обследовать, тебе нужно сейчас лечиться, а не обследоваться. Для меня это ясно, как 2 × 2. Даю ему рецепты, покупай лекарства, начинай лечиться. Тяжелого дома ничего не делай, соблюдай диету. Больничным давали раньше на 3 дня, приходит через день ко мне. Я его спрашиваю 2 вопроса. Говорю: ну как, лекарство получил, начал принимать, да. И я даже на его еще живот не успела посмотреть, не то, что говорят, там пропальпировать его живот. Как на моих глазах у него произошло прободение язвы. И я тут же вызываю скорую помощь, отправляю его в больницу для того, чтобы прооперировать его с прободной язвой желудка. Ну, много чего было. Я очень вела большую борьбу на заводе с пьянством. Много там рабочих было, которые злоупотребляли спиртным. И тут, конечно, я таких больных сразу... Да, работать он не может, если ясно, что интоксикация большая. Сразу его в процедурный кабинет под капельницу, чтобы его промыть. Вместо больничного есть справки, форма 56. Значит, получает не больничные, а болезнь, связанная с употреблением алкоголя, со злоупотреблением алкоголя. Да, такая справка, форма 56. Ну и, конечно, администрация меня награждала за мою работу. Потом потребовалось в больнице, чтобы лор-врача не стало, и меня без всякого, как я лор-специалист, меня перевели сразу приказом, и опять это начались все экстренная вся помощь, и операции, и прочее, прочее. Я была оперирующим врачом. Ну вот, а поскольку это были, знаете, вот такие неотложные все состояния, и мне приходилось оставлять детей одних, я потом вот решила, что в 1985 году, через 20 лет своей практической работы, перейти полностью на основную работу преподавательскую. Ну и так вот. Вообще преподавателем я хотела, знаете, быть с детства. Раньше ведь не было профориентации в школах, и профориентиром нам были учителя наши. Хотелось быть похожими на них.
И вот когда я закончила 7 классов, я подала заявление в педучилище, в нашем городке было 3 учебных заведения средних. Документы пролежали где-то около недели, приходит извещение, забирайте свои документы. Прием был только на базе 10 классов, а не 7-леток. Ну а потом родители меня стали, так сказать, настраивать. Ну вот хочешь быть преподавателем, вот посмотри на наших врачей. Ну, городок небольшой, видно. Вот сегодня с утра они врачи, а после обеда они преподаватели в медучилище. И вот если ты хочешь быть преподавателем, и будешь преподавателем. И вот так вот эти родительские слова, они сбылись. И нравится мне эта работа, она мне нравилась и нравится. И мне хочется передавать свои знания нашим будущим медицинским работникам, нашим выпускникам. И думаю, что я это заслужила у них уважение, знаю, что они меня уважают, Ну да. студенты. Конечно, студенты есть всякие. Тут говорить нечего, есть, конечно, единицы. Зачем они пришли так, лишь вот день прошел. А настоящие студенты, которые пришли за знаниями, чтобы получить профессию в будущем, конечно, они это ценят. Что я могу не только теорию преподать, а я преподам и непосредственно на практике покажу, что и как. У вас большой жизненный опыт. Конечно, педагогика меня интересует, давно она меня интересует, и стараюсь, конечно, эту работу свою развивать, не стоять на месте на одном. И вообще, как в медицине, не только педагогика, а в медицине необходимо постоянно над собой работать. Так вот, была конференция в феврале, в марте 2014 года в городе Ухте. Духовное воспитание, основы культурного и профессионального развития. Вот такую статью я отправила на эту конференцию. И другая статья была еще под названием «Когда врач становится педагогом». Ну, работы они неплохие, эти написаны, эти доклады. Они вошли в сборник этой конференции. А в ноябре месяце я получаю на свое имя в колледж 2 письма из международного издательского дома ЛАБ. Ламберт, как он называется, международный издательский дом ЛАБ. Ламперт, академик Публицхинг, где просит, что мое согласие на публикование моей работы «Духовное воспитание. Основы культурного и профессионального развития». Ну, я, конечно, дала свое согласие, мне это льстит даже. Значит, у меня в это время в колледже не было, поэтому вот и пришли эти 2 запроса, эти 2 письма. А вы сказали, что для студентов еще даже Да, ну я, конечно, учу студентов и стараюсь прививать им милосердие. Без этого не может быть медицинский работник, без милосердия. И с первых лет у меня в моем кабинете вот такой плакат висит. Стремление сочетать знания и милосердие – залог будущего успеха. И говорю студентам, это мои слова, ниоткуда они не взяты, это мои слова личные, мое личное мнение. И студентам говорю, что это успех и как для больного, и успех для медицинских работников. И милосердие, и знания, они нужны. И как медицинскому работнику, и они важны для пациента. Так, это закладывание основ воспитания и обучения студента. А у вас еще какие-то свои хобби есть, да? Ну, вы знаете, у меня есть такой вот сборничек стихов под названием «По дороге жизни с Богом». Вообще, я верующий человек с детства. Я еще за своего отца молилась во время войны, чтобы он у меня пришел с войны, с фронта, живым. Так, и, конечно, отец вернулся. Так вот, я всегда была верующим человеком, остаюсь и по сей день верующим человеком. И сейчас, вот несколько лет, являюсь членом общества православных врачей при нашей епархии. Вообще стихи немножко, знаете, писала тогда, начала писать еще в школе, когда мы в 5 классе изучали ямбы, хорей, то есть эти вот слоги
И, конечно, того нет, того уже, конечно, нет ничего. А потом уже, конечно, какое-то было время, что и некогда было этими вопросами заниматься, потому что маленькие дети, работа день и ночь, можно было так сказать, и совмещение работы. Поэтому вот такие моменты в жизни, они, конечно, были упущены из-за отсутствия времени. Вот. А вот потом, это уже где-то были, знаете, было приглашение на участие в встрече выпускников медицинского института. И получаю письмо: Нина, ты должна обязательно выступить на официальной части встречи. Ну, думаю, что я буду говорить студентам, своим однокашникам. Все мы работали, все мы работаем, да? И вот я решила это все, значит, высказать в своем стихотворении. И были стихи, значит, на 20 лет после окончания института, на 25 лет после окончания. И у нас был курс очень такой, знаете, сплоченный, активный такой был. Собирались почти, можно сказать, все живые на эти встречи. И вот я прочитала свое стихотворение, посвященное 25-летию встречи. И одна студентка встает и говорит: Нина, тебе надо было поступать в литературный институт. Я говорю: да я себя неплохо чувствую и здесь, в медицине, и в педагогике. Вот так. Ну, потом так вот пошли, и вот это духовное развитие, оно как бы, ну, все шло дальше, и вот эта моя духовность, она много выразилась в стихах, которые вот я оформила в этом сборничке «По дороге жизни с Богом». Нина Александровна, будьте добры, прочитайте одно из самых ваших значимых. Это стихотворение, сейчас я скажу, да, оно посвящается, или оно написано для студентов, для моих учеников. Сейчас я найду его. Вот есть одно стихотворение, посвященное на духовную тему для студентов. И назвала я его «Юному другу». «Я врач, учитель, не мучитель. Посеять зерна вас хочу, чтоб знали вы, что есть обитель, где греет душу, не шучу. Душа моя общения жаждет, желает с вами говорить, строчки важные писать и вашим душам объяснять. Мама в люльке вас качала, но молитвы не читала, не учила вас молиться, не учила вас креститься. Этот грех ее на вас, исправляйте все сейчас. Бога чаще вспоминайте и на помощь призывайте. Дал бы ум для головы, чтоб здоровы были вы, чтобы ангел хранил вас каждый день и каждый час, чтоб могли вы отличать, где добро, где зла печать. Путь Господень нам не знать, что день грядущий может дать. Все принимайте со смирением, и наградил бы Бог терпением. Нетрудно заповеди знать и в жизнь свою их воплощать. Любить родителей и ближних, не красть, не лгать, не убивать, других кумиров не творить, всем сердцем Бога возлюбить и одному Ему служить. Проснулся рано, вспомни Бога, и без Него не до порога. Пред каждым делом говори: о Господи, благослови. За день, что прожил, сотворил, запомни, Господа благодари. Нетрудно выучить молитву, в храм прийти и причаститься, свечу зажечь да поклониться. Совет не свой, а Божий дам. По вашей вере будет вам. Хорошее стихотворение. Не то, что хорошее, а отличное. Да, Отличное. это студентов. Чтобы они через душу. Да. Почему это стихотворение, знаете, вот я так считаю, и как это нам известно из Святых Писаний, из Евангелия, самым главным целителем у нас является Господь Бог. А мы являемся посредниками, медики, между страждущими больными и Господом Богом. И вот наша молитва должна быть всегда обращена к Богу для того, чтобы мы не сделали больному ничего плохого, чтобы не навредили. Тогда, опять-таки, из главных заповедей наших медицинских работников: не навреди больному. И вот если человек, если медицинский работник, он будет духовно обогащен, таким богатым человеком, не будет забывать Бога, то и работа будет спориться, работа будет во благо и больному, и самому медику. У вас, наверное, много стихотворений для студентов. Так как вы педагог, наверняка много писали для студентов. Ну, есть, конечно. Учу здоровому образу жизни через стихи. Это, опять-таки, призыв моей души, пропаганда здорового образа жизни. Про курение, про пьянство, наркоманию, суицид,
о возрождении России, против абортов. Это все опять-таки важно для будущих медицинских работников, не просто для населения, а это важно и для будущих медицинских работников. И я иногда читаю такие стихотворения, и на праздниках иногда со сцены выступаю, и на классные часы иногда выхожу. А, на празднике, да, вы говорили. Вот это на празднике вы выступали, да? Да, это вот, значит, на празднике выступала в этом году, в прошедшем 2014 году, в День Победы у Вечного Огня, потом на Степановской площади, посвященном Году Здоровья, открытию праздника Года Здоровья, дальше посвященной 93-й годовщине Республики Коми, вот такими стихотворениями призываю к возрождению России. Вот еще какая-то фотография, это тоже вы О выступаете? возрождении России, вот даже я вам это стихотворение могу рассказать. Россия, о Родина моя, поверь, поверь, я плачу за тебя. Должна ты выстоять и снова возродиться, и тысячи младенцев народиться. Не только государство о том забота. Для женщин молодых есть трудная работа. Должны быть счастливы, здоровы все потомки. Должны быть счастливы, здоровы все потомки, а за плечами их не нищие котомки. О, девушка, о, женщина, сестра, а как судьба у всех у вас пестра, но перед Богом есть предназначение, оно известно всем, это рождение. Дай Бог тебе, дитю, и мужа, и отца, Всевышнего о них проси, старайся, проси молитву у духовного отца, на этот случай в храме не стесняйся. И не по-божье, чтоб планировать детей, лекарства от зачатия – это яды, и эти яды нацию съедят. Детей желанных ты проси у Бога. Для большинства, как врач, скажу закон, что роды – это обновление, и после родов женщина – бутон, расцветший всем на удивление. Да, там хорошие слова. У женщины важная работа. Да. Да, действительно так. 2014 год в Республике Коми был годом здоровья. Ассоциации выпускников в 2014 году исполнилось 10 лет. Володя, пожалуйста. Да, мы подарим календарики для ваших студентов. Вы раздайте, пожалуйста. Спасибо. Как раз к 10-летнему юбилею ассоциации. В 2015 году Сыктывкарскому медицинскому колледжу исполнится 85 лет. 2015 год в Республике Коми объявлен годом патриотизма. Нина Александровна, скажите, пожалуйста, что, по-вашему, такое патриотизм? Патриотизм – это любовь человека к своему отечеству, к своей малой родине. И вот я как рожденная в довоенное время, я еще кое-что помню, эти годы лихолетия и первые послевоенные тяжелые годы. И, конечно, вот эти годы, вернее, 2015 год объявлен годом патриотизма, это в первую очередь, конечно, чтобы молодое поколение не забывало те наши прошедшие годы, которые, как бы, имеют свой отпечаток. Нина Александровна, наверное, не забывали, а чтобы напоминали молодому поколению, потому что они не знают. Да, совершенно верно. Немножко я неправильно выразилась. И как Совершенно раз верно. мы, наверное, и должны напоминать. Да. И вот мой долг как раз, и вижу свой долг в том, чтобы именно молодому поколению напомнить те годы военные и послевоенные, которые, конечно, были явно трудными, тяжелыми, незабываемыми годами. Но все-таки мы выжили и продолжаем выживать. И вот у меня есть, знаете, стихотворение, посвященное памяти тем молодым, тем мальчишкам, даже как скажу, которые ждали своих отцов с войны, но так и не дождались. Есть стихотворение о самой себе, когда я эти годы пережила. Когда вы тоже ждали отца. Когда тоже ждала своего отца. Да, и вот могу немножко прочитать об этом. Пожалуйста. Да, стихотворение? Победа, праздник, юбилей
а ну-ка, друг, налей, налей, я чарку подымаю, погибших вспоминаю. 41-й год рождения, а в душе одни волнения, в генах память о войне, тяжелее на вдвойне. Я родился под обстрелом, захотел быть смелым, смелым, начал я играть в войну, сам не зная почему. До сих пор не забываю, представляю, как встречаю на пороге я отца, а той встрече нет конца. Похоронку нам вручили, нас навеки разлучили, с отцом, которого не знал, но очень долго-долго ждал. А война гремит, грохочет, дьявол нам в глазах охочет, не желает отступать, неужели умирать? Подкатился горлуком, нет, не быть под каблуком у проклятого фашиста, был призыв у коммунистов. И страна огромная, как девица скромная, не дала себя унизить, растоптать, сказала выжить. Все мы армии отдали, а взамен победу ждали, и счастливый день настал, за него я все отдал. Хоть и мал я был тогда, но не забуду никогда, как люди плакали, смеялись и слезами умывались. И опять сейчас война, она грабителям нужна. Россия лакомый пирог, пусть враг запнется порог. Прибалты смели очернить, сравнили Русь с фашизмом. Каким же надо жить умом, служа негативизму? За Русь всегда мы постоим, Святую Русь мы отстоим, и духом армия сильна, она у всех у нас одна. Крепкое стихотворение. Отлично. Это посвящено мальчишкам, которые ждали своих отцов, но не вернулись. Вот сейчас у меня еще есть и свое, как говорится, куда я его делаю? Что помнится мне из далекого детства, что хочется мне рассказать, что годы те были не сладкое детство, сурово их можно назвать. 3 девочки у матери мы были, и 2 окна в том доме, где жила. Через дорогу лес, там сосны, ели, и я отца с войны домой ждала. Отец любил последнюю дочурку, из фронта слал открытки для меня, а я ему ручонку обводила на треугольных письмах от себя. С соседками-старушками ходила за 10 километров в то село, где церковь белокаменно стояла, где я молилась на коленях за него. Был отец в немецком окружении, и с болезнями он в госпиталь попал. Дан был отпуск, но этого не помню, как целовал меня, как качал, но помню, как траву мы собирали, и из нее потом пекли мы хлеб, картошку за конфетку принимали, и той до сыта не могли мы есть. Был жаркий летний день в том 45-м, поверьте, с матерью пилила я дрова, и сели на крыльцо читать письмо от папы, где он писал, что кончилась война. Не знала я отца, но я любила, он бил врага фашиста за меня, и потому я маме говорила, он будет только нам пилить дрова. Говорит, мама, папа придет, мы его ничего не заставим делать, только дрова пилить. Мне было 5, когда отец вернулся. Я помню день тот, помню навсегда. В заботу о семье он окунулся, пришлось готовить не одни дрова. Он утром рано нес меня к соседям по сугробам стужи января, чтоб Рождество Христово прославляло и поздравления всем с любовью говоря. И вот настало время идти в школу, и 7 ступенек, 7 годков прошла. Я всех учителей своих любила и помню, не забыла имена. Учитель-врач, вот были ориентиры, а мать сказала, их можно совмещать. И для начала я в 17 фельдшер, и диплом с отличием, вот так. И все советы материны сбылись. Я полюбила медицину навсегда, и первые 20 лет я врач-учитель, а в дальнейшем я учитель-врач. Спасибо. Ну, как врачу, мне стало интересно все-таки народная медицина, ведь она так давно известна человечеству. И, безусловно, многого в народной медицине очень полезного и для здоровья человека. И поэтому эти вопросы я просто-напросто стала как-то в них вникать. И потом даже, знаете, у нас был внедрен такой предмет нетрадиционные методы лечения. И я вела этот предмет, написала к нему авторскую программу. И, знаете, интересовалась этими вопросами, что ездила сама по своей инициативе в Новгород. Тогда был, я теперь уже не помню год, по-моему, где-то 90-й год или 91-й, семинар
по нетрадиционным методам лечения. Затем ездила в Москву, в Центр традиционной народной медицины. И я стала замечать сама за собой, что вот я больных, знаете, вот никакими дефицитами не лечу, а больные мои так быстро поправляются. Ну, видимо, вот эта, знаете, молитва Божья, она действовала, потому что я не делала ни одной операции, не сказав «Господи, благослови», а потом, слава Богу, рук не прикладывала ни к одному больному, не сказав «Господи, благослови», и потом, слава Богу. И вот я поехала в этот центр народной медицины, традиционной народной медицины, и получила там сертификат, международный сертификат как биоэнерготерапевта. Но прежде чем получить нас, то направляли, вот все, кто там приезжал, направляли нас по московским больницам, чтобы мы показали свои возможности. И вот я работала в 32-й муниципальной больнице на Красной Пресне, значит, 32-я городская, можно так назвать, да, муниципальная больница. Там 10 дней диагностировала, лечила больных и имею официальное заключение, значит, зав. Отделением, лечащего врача и отзывы самих больных, которых я лечила там. Конечно, даже интересно почитать отзывы самих больных, что они пишут. Я там также исправляла диагнозы. Вот пусть это московская больница, московские врачи, но я корректировала диагнозы и мое лечение, оно больных, особенно одну больную прямо поставила буквально на ноги. По правильному диагнозу, правильное правильный лечение. диагноз, правильное лечение с Божьей помощью, молитвами. И даже у нее был, вот, знаете, соя было 40, а после лечения 28 стало соя. И леча, больная не получала даже никаких медикаментов за это время. Вот. И вот народная медицина, да, и вот согласно вот этим всем заключениям лечебного учреждения, уже вот я в центре в этом получила международный сертификат как биоэнерготерапевта. Но я себя считаю, знаете, врачом от Бога, потому что я без молитвы, я никуда. А самое главное в церкви — это Господь Бог. И вот я когда преподавала, студентам это было очень интересно, между прочим, то, что они нигде этого не слыхали, что я им преподносила по этому предмету. И, конечно, вот, например, даже до сих пор еще вот, я не только когда, что, скажем, молитва народной медицины входит, и, скажем, вот апитерапия, например, так, мед и продукты пчеловодства, они оказывают очень большое лечебное действие при многих заболеваниях. Студенты вот выпускали такие санбюллетени. Нина Александровна, спасибо. Дай Бог здоровья. До новых встреч. Спасибо, вам спасибо.